Мы с товарищем гуляли в лесу, и он случайно поранился, упал, не может двигаться, рука очень сильно болит. Я попытаюсь ему оказать первую помощь. Я вижу, что идет кровь. Так, у меня есть с собой спиртовая салфетка. Я ее, наверное, приложу на рану. Но перед этим надо, наверное, остановить кровь, которая идет. Для этого я воспользуюсь жгутом. По-моему, его нужно привязывать чуть-чуть повыше раны, насколько мне известно. Мы салфетку прикладываем. Салфетку приложил и попытаюсь перевязать руку. Все, рука перевязана. Я надеюсь, что я сделал, наверное, правильно, может быть неправильно, но сейчас нам расскажет специалист, который в этом очень хорошо все понимает. Значит, смотрите, ваши ошибки. Во-первых, вы наложили жгут совсем неверно. Я вам принес ткань, думаю, вы догадаетесь, на голое тело жгут не накладывается. Наложен он тоже неправильно. Во-вторых. В-третьих, надо сначала определиться, какое кровотечение из раны. Из вены или из артерии. Из артерии артериальное кровотечение характеризуется тем, что кровь алого цвета, она бьет фонтаном или пульсирует так сердцебиением. Да? Значит, при кровотечении венозном мы берем любой антисептик, обрабатываем рану, накладываем салфетку и производим тугое бинтование, да? Тур за туром. Тур, вот, перекрываете 2/3, еще 2/3. Другим бинтованием мы венозное кровотечение остановим, да? Все. Вот. И конечность немножко в возвышенном положении оставили и ждем приезда специалистов. Все. Ну, не буду уже, наверное, да, завязывать. Если это кровотечение артериальное, тогда нужен жгут. То есть я вам уже сказал, да, кровь алого цвета фонтанирует или из раны пульсирует в такт. Она прям сильно по цвету отличается? То есть можно отличить, да, на кровь. Ну, вот такого цвета будет. Пульсирует. А венозная, она темная, и она будет пульсировать. А из крупных артерий, таких как бедренных и плечевая, вообще фонтанировать, особенно с бедра. Что мы делаем? Значит, сначала нужно попытаться прижать плечевую артерию вот здесь, чтобы кровотечение каким-то образом хоть остановилось. Руку нужно приподнять, держи, подложить, ну или на одежду, если у него есть одежда, Да. или какую-то тряпку. Давайте я тоже. Потом жгут накладываем. Вот видите, специально кнопочки, которые потом фиксируются. Первый тур. Мы вот так вот его, видите, растягиваем и делаем перекрест. Видите? Последующий тур мы накладываем либо тур на тур, либо также повязку закрываем 2/3. Ну, тут не тур, на тур наложим. Вот так. И крепим. Все. Так, сюда мы подкладываем записку. Время наложения жгута. В зимнее время это 30 минут, в летнее время это 60 минут. То есть в зимнее время через каждые 30 минут, а в летнее через каждые 60 минут, мы, если это длительная транспортировка, мы жгут ослабляем, чтобы не было некроза конечности, и в конце конечность человек не потерял. Будет некроз, ее ампутируют. Понятно, да?
Ну, смотрите, если дальше накладываем также повязку. Повязку, да. Кровотечение остановилось. Значит, какие критерии наложения правильности жгута? Остановка кровотечения, бледность конечности и отсутствие пульсации ниже наложения жгута. Жгут накладываем всегда выше раны и на конечность, где одна кость. То есть, если это артерия стопы, мы не сюда наложим, мы наложим на бедро. Вот здесь две кости у нас. Здесь тоже лучевая, локтевая, да? Здесь малоберцовая и больше берцовая. На одну кость. Вот тут бедренная одна, вот тут плечевая одна. Понятно? Почему? Потому что вы не добьетесь остановки кровотечения, так как тут две кости, он так вам не сожмет. На одну кость. Понятно? А если жгут, Если допустим, нет не взял жгута, с собой, если нет жгута, вот берем, вообще ничего нет, рубашка какая-то. Просто ну хорошо, рука порвали, вот 50 сантиметров примерно порвали, сделали что? Так Петлю. называемую скрутку, да? Вот сделали, потом вот сюда просунули ручку, ну или веточку, и делаем скрутку. Тоже на одежду. Это тоже все Да. на одежду, да. Это не на голое тело, я сейчас неправильно показал, брали уже просто. И делаем скрутку. Скручиваем до тех пор, пока не остановилось кровотечение. Ну, скрутили, грубо говоря. Вот сюда положили ручку, и это бинтом зафиксировали. Понятно? То есть это все фиксируем бинтом. Ну, естественно, рано. Ну или веточку, наверное. Ну, или веточку вместо ручки взяли, да, если у вас там нет.